Приветствую, друзья! Сегодня я немножко расскажу о своем отоплении. Как известно, кто меня смотрит, у меня печное отопление, и хочу немножко рассказать сегодня о нем. Плюсы, может быть минусы, я плюсов больше вижу. И расскажу сегодня о своей, так сказать, печке. Вот так. Печка у меня, можно сказать, что вот сверху она как русская печка, да, а снизу такая маленькая печка. Когда топишь, огонь и дым перемещают и греют там верхний свод, свод русской печки. И можно там тоже готовить, печь, все что угодно делать. Но мы пользуемся только вот нижней печкой. И для нас это вполне устраивает. Вот так выглядит печка со стороны кухни. А сейчас посмотрим, как будет выглядеть там со стороны другой комнаты. То есть эта печка у меня дома две печки. То есть две печки и обогревают, например, вот эта печка обогревает две комнаты. И вторая маленькая печка, типа гардероб печка у нас местные называют. Эту печку называют экономка местные. По-местному, а ту печку называют гардероб. И вот это, как с этой стороны выглядит, как бы печка со стороны кухни, чтобы здесь готовить. И сейчас покажу, как с другой стороны выглядит. И вот так тыльная сторона печки вот выглядит с другой комнаты уже. То есть греет, тоже тепло. И получается, что две комнаты сразу греет. А это печка маленькая, которая гардероб называется. Эту печку я осенью ремонтировал. Кто там подписан на моем канале, давно уже знает. Это с одной стороны, как бы вот сейчас показал. И с другой стороны там тоже обогревает спальню уже. Другую комнату. Это уже вот та же печка-гардероб, которая с другой комнаты, задвижки находятся с этой стороны, тоже обогревает, тоже две комнаты получается. Также на этой печи есть лежанка, как в старых русских печках. Лежанка, я уж туда не смогу забраться показать, но там очень культурно, там кафелем покрыто, и палати. Палати для детей, это очень удобно, там они играются, но, как говорится, дети выросли, уехали в город, а внучек пока нету. Будет и будут играться. Как вы заметили на моих видео, мы постоянно готовим духовку, там печем пироги, но духовка тоже есть своя причина. В духовке мы духовку используем потому, что это очень удобно. В печке русской нужно, например, утром затопил печку и постраиваться надо под нее, там жар, чтобы определенный был, и как бы мы пристраиваемся к этому времени. А в духовке у тебя когда будет свободное время, пожалуйста, тогда и настроение, пожалуйста, включил и там хоть печь пироги, хоть что-то готов, там мясо или еще что-то, вот так. Также можно там, духовкой пользуешься чисто из-за удобства. Конечно, в печи еда намного вкуснее, но это при нашей жизни вот так не получается. Еще куда-то бегут все, и все спешат, все бегут, как говорится. Теперь немножко, друзья, расскажу о дровах и сколько я трачу например, в год на эти дрова. Купил дрова, где-то 10 кубов, ассортимент покупал. Скажу так, у меня родительский дом рядом, и мы покупаем 20 кубов на год, то есть 20 кубов ассортимента. Получается, что на мой дом уходит 10 кубов. 10 кубов дров.
Но обычно где-то пачка приносит там 12, может чуть больше 10. И это я в этот год еще не покупал, но за прошлый год, скажу, пачка стоила 9 тысяч. 9 тысяч. Дальше заплатил за распилку этой пачки и заколку. Ну, заколку дров. И где-то у меня вышло 9 плюс 4, получается 13 тысяч. 13 тысяч, я считаю, что для семьи на обогрев дома на целый год это нормальная затрата. Немного это. Вот чисто вот на обогрев дома. Я баню не считаю. Баню там уже вторая история. Там дрова помельче заказываем и берем чурками. Ну вот чисто на дом идет где-то 10 кубов дров. И это я считаю нормальным. Вот эта кучка, где-то половина останется. Ну вот на одну топку эта половина останется. Конечно, в морозы, например, очень сильные, когда держатся такие градусы под 40, и не один день, там неделю, по полмесяца. Но сейчас таких морозов не бывает у нас почему-то. Вот тогда уходит дрова, да. 2 раза топим эту печку, 2 раза топим маленькую печку, ну, чтобы в доме тепло было. Вот тогда дрова летят. А сейчас в эти годы вообще тепло. У нас декабрь, а прошлую неделю еще дождь. Дождь был. Это вообще смешно для наших мест, для севера. Теперь скажу, почему мне подходит вот именно печное, почему мне нравится, почему я выбрал это. Я могу делать, конечно, и котельную, но мне это не нравится по причине того, что, например, если что-то случится, я не могу на своей коляске там подобраться и исправить моментально. А в печке уход минимальный. Главное, чтобы в трубе трещин не было. Утром затопили печку. До обеда там еще повозили с ней, чтобы там головешек не осталось, чтобы которые угарные газы выделяют. И в обед где-то закрываем задвижку и все. Печка очень простая в обслуживании, удобная. И там куда-нибудь, если надо поехать, там, ну, например, дом надо оставлять, и надо бояться, что там система где-то замерзнет или еще что-то, или там где-то будет подтекать. Вот из-за простоты мы выбираем и дрова все-таки, мы в лесу живем, и дровяное отопление для нас самое комфортное. Ну, самое дешевое получается, самое удобное. Вот так. Печка есть и печка. Печь как бы топил, есть дрова, топишь, не хочешь, не топи, как бы кушать она не просит, стоит. Вот так. Ну все, друзья, немножко рассказал, так сказать, о своем отоплении, о своей печке. И я считаю, для деревни, ну, я не рекомендую, конечно, всем, кто сейчас уже все переключаются там на котельные, еще что-то, им это удобно. Но деревенскую печку в деревне никто не отменял. Вот так. Все, друзья, заканчиваю. Такое коротенькое видеообзор о моем отоплении. Все, всем спасибо, всем удачи. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, делитесь видео в социальных сетях. Буду благодарен. Все, всем спасибо, всем пока, всем до свидания.